82 года исполнилось по сегодня легенде осинского радио Донаре Кумаритовой. Долгие годы работы на радио – истинный профессионал своего дела. Ее голос заслуженно называли символом эпохи. Свидетельством всенародного признания служит тот факт, что ее голос невозможно было спутать с другим. Именно она обладала тем неповторимым тембром голоса, который любили слушать. Голос, который каждое утро объявлял «Дзурец Химвал». Именно она сообщала последние события, происходящие в республике. Донара Кумаритова родилась в Схимвале. После окончания учебного заведения поступила в школу-студию МХАТ имени Немировича Данченко. Она была и фактурной, она и была и поющая. С ней очень легко было дружить. С ней можно было делиться на многих таких жизненных, философских, больших. Ну и потом сложилась жизнь так, что она вскоре ушла из театра. Ну вот на телевидении для нас она была, для каждой осетинской семьи она была членом семьи. И мы жили с ней, мы слушали ее, мы ждали ее. Долгие годы Донара Кумаритова работала в Государственном драматическом театре имени Костахи Тагурова. Она сыграла множество ролей на сцене театра, вела огромное количество музыкальных и развлекательных программ на радио. Она была диктором высшей категории телевидения и радио. Вместе со своим народом пережила тяжелые годы начала 90-х. В годы грузинской агрессии Донара Кумаритова ни на день не остановила свою работу. Каждый день ее голос звучал из громкоговорителя на театральной площади Схимвала. Она сообщала последние новости. Зиммен узурен Донара тхай. Уманали. Менен Донара бондарис. Я калзарис надина. Ма дикторет адрuk кустава, тар дикторет дар кустава. Ерен смахе хуздар зуд. Я калас. Я зырдыгдау. Он кутта гайдар. Параттаю користа. Вадию лак парат манал кости. Фален я калас ма куста. Maar ook gaan дикторы философен. Талант не принадлежит себе. Это национальное достояние. Моиск сыноси не мборы, сыноси насынау. Донара Кумаритова имела за спиной не менее 40 лет актерской и дикторской работы. За свою жизнь она успела многое, но самое главное – заслужила любовь радиослушателей. Ее голос стал родным. Даже спустя 11 лет после ее ухода Донару Кумаритову помнят все, кому удалось хоть раз послушать ее голос. А это высшее признание любви. Роза Тедеева, Диана Техова специально для программы «Неделя».